Вот журналистики, я считаю, что во многих изданиях, газетах, журналах не хватает журналистов очень образованных. Они очень часто, даже элементарное интервью, когда начинают брать, слышно, что человек не знает предмета, о чем он вообще вопрос задает. Не знает ни фамилии, не знает ни года, ни периоды, ничего. Просто пришел и спрашивает такие глупости, знаете, и ты становишься совершенно... И на таком уровне все и происходит. Мало журналистов, которые бы очень глубоко копнули тему, идею, или что-то сквозное, провести что-то сквозное. Что-то, понимаете, не только объект, который, предположим, чем он, на данный момент это тема какая-то, но еще свое что-то внести туда. Я не знаю. Я не знаю. По крайней мере, мне такие очень журналисты, с которыми, предположим, мне пришлось бы поговорить на тему того же возьмем Горовица. Не знает, кто такой Горовиц. Трудно. Конечно, они же идут к музыканту, они должны хотя бы немножко, даже, ладно, я, с певцами, хотя бы про певцов знаменитых, которых надо прочитать. Надо все-таки изучить предмет и вопросы задать. Почему Рене Флеминг так поет, а почему, Кабалье так, а что здесь, это, а как вы думаете? Конечно, я не говорю, что нужно оценку давать, ни в коем случае, но они должны знать предмет. Если они о театре пишут, они должны знать, кто был режиссер, кто был российский самый гениальный режиссер. Никто не знает. Какие были дирижеры, выдающиеся, ничего не знают. Сложно, поэтому и говорят, он хороший, это плохой. На этом уровне мы разговариваем. Сравнительного анализа нет. Пусть они Стасова почитают. Кто-то, если по культуре, пишет часто о культуре, он должен все-таки образовываться. Да, или начинает про балет, кто-то там пишет. Прочитайте, я не знаю, есть масса книг, даже там парижские сезоны, пусть прочитают, кто там был. Там замечательно, по-моему, есть книга Фокина. Как же, моя жизнь, что-то в искусстве, она очень толстая, потрясающе написана. Я вам рекомендую. Он балетмейстер, который был в Мариинском театре, вы, наверное, знаете, потом уехал в Париж с Дягилевым, потом он вообще в Англии работал, в общем, он там остался. И он там, по-моему, в Америке умер, что ли. То есть он, рассказывая о себе, он рассказывал о своих друзьях, как Нижинский, как Корсавина, Анна Павлова и так далее. Их ответвление, этого друг, этого, балетмейстер этот, Серж Лифарь, художник Бакст, понимаете? Если бы журналист даже эту книжку одну прочитал, ему бы хватило на всю жизнь порассуждать на тему искусства. Помню, здесь Жар-Птицу ставили.